20 февраля, начало операции 20 февраля. Я предлагаю начать наш митинг с минуты молчания по всем жертвам политических, в общем-то, деятельности, борьбы, по вчерашней жертве нашему сопредседателю нашей партии Борису Немцову и всем остальным, которые были в нашей стране. Спасибо. Он боролся за то, чтобы наша страна была лучше. Я вижу здесь разных людей. Мы, может быть, по-разному понимаем, как двигаться в нашей стране, но мы хотим, чтобы наша страна жила лучше, не так, как сейчас. Вот эта смерть нашего товарища Бориса Немцова показывает, что это не должны быть пули новой гражданской войны. Мы должны уметь договариваться, мы должны уметь разговаривать с друг другом. Но в разговоре, в диалоге, как вы знаете, присутствуют две стороны. И когда мы хотим разговаривать, доказываем, аргументируем нашу позицию, приводим факты, другая сторона тоже должна нас слышать, а не отмахиваться. Когда мы приводим факты коррупции, воровства, фальсификации на выборах, с фотографиями и с записями, с лицами, с тем, как бросают бюллетени, другая сторона должна тоже это видеть, а не делать вид, что она ничего не видит. Это ненормально, когда 2 десятилетия один человек возглавляет большую страну, такую большую страну, как наша. Мы знаем из истории, чем это заканчивается. Это заканчивается авторитаризмом. А авторитаризм, тоталитарные режимы убивают экономику. Сразу возникают аффилированные компании, друзья, которые пилят государственный бюджет, получают государственные подряды. Наше главное требование – это, я имею в виду партию Парнас прежде всего, это политические реформы, свобода, потому что вслед за политической конкуренцией приходит нормальная экономическая конкуренция, и цены снижаются, и услуги снижаются, и происходит рост благосостояния, когда каждый может найти себе дело и заработок в стране. Все то, за что боролся Борис Немцов, мы вот за это и боремся. То есть за правовое государство, за верховенство права, за рыночную экономику. Я считаю, что это сейчас происходит, вот то, что у нас сейчас происходит, потому что в свое время мы не провели люстрацию. Мы допустили до власти людей, которые были причастны ко всем преступлениям Советского Союза. Нами сейчас руководит Комитет государственной безопасности бывший. И его руководитель, вернее, его представитель Владимир Путин. Я считаю, что хватит им быть у власти. Но до тех пор, пока мы будем их терпеть, это будет продолжаться. Я, как мать и как бабушка, я хочу, чтобы мои дети и мои внуки жили в спокойном, человечном мире. Это зависит только от нас с вами. Предел заканчивается терпение народа. Я очень надеюсь, что в свои годы я еще увижу другую власть и другую Россию. Спасибо. Я склоняю голову перед его мужеством. Хочу сказать, нас не запугать. Очень тяжело, эмоционально мы восприняли смерть нашего близкого и дорогого человека. Это мужественный человек. Честь и хвала таким людям. Но фашизм приходит в Россию. Убивают честь и совесть. Митинг объявляется законченным.